иностранным делам и политики Кай Каллас. Собеседники обсудили перспективы сотрудничества, уделив особое внимание Стакан воды расширению теплый? экономического партнерства в энергетике, промышленности, цифровизации и развитии транскаспийского транспортного коридора. Кая Каллас отметила высокий уровень двусторонних отношений и объявила о начале процедуры упрощения порядка выдачи виз между Евросоюзом и Казахстаном. Глава государства подчеркнул, что эта инициатива открывает возможности для укрепления связей с европейскими странами. Казахстанские сейсмологи зафиксировали второе землетрясение за несколько часов. В 6 утра 17 минут по времени Астаны произошло землетрясение в Кыргызстане на Чаткальском хребте. Магнитуда составила 4,4, энергетический класс 9,9. В селах Аркит, Жылкын, Текирменсай, Жолсай и Итагар интенсивность составила 2,5 балла. Напомню, ранее в 03:42 сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Казахстана в 323 километрах на юго-запад от города Алматы. Интенсивность Тарази и Шус достигала 2 баллов, а в селах Жамбылской области Мирке 5 баллов, Кулан 4 балла. Самолет вернулся в аэропорт Алматы после нескольких часов в воздухе. Борт направлялся во Вьетнам, в Камрань. Согласно данным авиационных сервисов, воздушное судно авиакомпании «Эйр Астана» провело в полете 3 часа 28 минут, после чего приземлилось в южной столице. В пресс-службе авиакомпании говорят, что ночной рейс КС-193 совершил вынужденную посадку по технической причине. Во время ожидания рейса в терминале пассажирам предоставили горячее питание и напитки по желанию, трансфер и размещение в гостинице. Пассажиров отправили в пункт назначения на другом воздушном судне в 07:15. Напомню, ранее летевший из Актау в Алматы самолет вернулся обратно в аэропорт. Также самолет, выполнявший рейс из Астаны в Актау, не смог долететь до пункта назначения и вернулся в столичный аэропорт. Между тем, в воздушной гавани Алматы открылась первая специализированная зона для животных. Теперь пассажиры, путешествующие с кошками и собаками, могут воспользоваться всеми необходимыми удобствами. В зоне предусмотрены бесплатный корм, а также чистая питьевая вода для питомцев. Владельцам доступны проветриваемые шкафчики для кратковременного размещения животных, что позволяет им с комфортом заняться своими делами в ожидании рейса. Развитие событий в следующем выпуске через час. В студии была Екатерина Черкашина, а впереди у нас программа «Эфир Лиджи-Гарнес» вместе с Жасуланом Мейрамбек. Прогноз погоды. Сегодня в Петропавловске, Кустанае, Кокшетау 10 тепла, в Павлодаре, Кивастузе 8, в Туркестане и Кызылорде 7, в Шымкенте и Таразе плюс 5, в Атырау, Актау и Актубе 10 тепла, в Уральске 12, в Усть-Каменогорске, Семей, Караганде, Темиртау и Жезказгане плюс 5, в Балхаше 8, в Талдыкургане 10 выше нуля, в Астане сегодня плюс 5, в Алматы 8 градусов